В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Стратегически важный партнер. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Особый противопожарный режим. Сложная ситуация с лесными пожарами по-прежнему сохраняется в Верхоянском районе. Есть ли угроза для населенных пунктов? Только лучшие и самые передовые проекты. В Якутске начала работать площадка федеральной инициативы «Кадры будущего» для регионов. Стратегия развития Арктики. В правительстве республики прошла встреча руководства регионов и заместителя Минвостока развития. Лучшие из лучших. Максимальные баллы по химии и истории получили 4 выпускника из Якутии. Новый вид декоративно-прикладного искусства. В столице региона прошел необычный мастер-класс по изготовлению реалистичных цветов. Президент России Владимир Путин в столице Кыргызстана Бишкеке примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Накануне своего визита российский лидер дал интервью телерадиокомпании «Мир», в котором сделал ряд важных внешнеполитических заявлений. В частности, глава государства заявил, что отношения России и США становятся все хуже и хуже, тогда как с Китаем они продолжают укрепляться. У нас с Китаем действительно беспрецедентно хорошие и высокие отношения. Мы действительно стратегические партнеры во всех смыслах этого слова. Мы сотрудничаем в экономике, в гуманитарной сфере, на региональном уровне. Взаимодействуют наши МИДы и Министерство обороны. Мы вносим существенный вклад в поддержание всеобщего мира и безопасности. И не только в регионе, где находится наше государство, а в мире в целом, как постоянные члены Совета Безопасности ООН. Мы координируем свою деятельность. К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами. Они деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями. Напротив, с Китаем у нас растет товарооборот, он достиг 108 миллиардов долларов. Мы в прошлом году ставили перед собой задачу достичь планки 100 миллиардов, он достиг уже 108. У нас очень хорошие дружеские отношения с лидером Китая, с председателем КНР. Это тоже вносит свой существенный вклад, поскольку создает обстановку доверия. И, конечно, в этих условиях наша симпатия на стороне наших стратегических партнеров. Это само собой разумеется. Кроме того, Владимир Путин выразил надежду, что отношения России и Украины восстановятся, несмотря на отношения российской стороны с предыдущими политическими элитами соседнего государства. Что касается нашего взаимодействия с Украиной, если говорить об этом, я уже много раз говорил об этом и могу еще раз повторить. Считаю, что это неизбежно все-таки. Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, или по-другому между двумя братскими народами. Как бы ни складывались наши отношения с элитами, с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили, во всяком случае, прежде всего, личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, хранящихся где-то за рубежом. От этого и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено вот таких ограничительных, таких ограничений и чувствуя себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем. Не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего в экономике и социальной сфере. Особый противопожарный режим сохраняется на территории Алданского, Верхоянского, Тампонского и Ивено-Бытантайского районов. За сутки удалось ликвидировать 2 лесных пожара на площади 32 гектара в Намском и Ленском районах. Еще 3 – Алекминский, Татинский и Индигирский – локализованы. Наиболее сложная ситуация в Верхоянском районе. Сейчас там действует 18 термоточек на общей площади 75 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.
настоящее время проводится локализация вот этих пожаров силами местного населения. Кроме этого, туда направлены работники ГАУ «Якутлесресурс», службы спасения. Кроме этого, работают работники лесничества, Министерство экологии работают. Из-за пожара несколько семей буквально чуть не остались без крова. Огонь вспыхнул средь бела дня. Что стало причиной пожара в жилом одноэтажном доме в Якутске, разбиралась Сусанна Рожина. Утечка газа предположительно стала основной причиной крупного пожара в доме по Богдана Чижика 33/1. Пострадали 4 квартиры. По словам жильцов, на момент пожара в доме работали газовики и подключали газ. Сначала здесь были. Посмотрели. Дочка говорит, посмотрели. Туда не заходили. Тетя Полина не заходили. И туда пошли, и оттуда и пожар начался. То есть предположительно все-таки утечка газа? Да, утечка была. По словам жильцов, весной дом был отключен от газа. Они сами оплатили техдиагностику, и 10 июня приехали газовики, собирались уже подключать дом к газу. И именно в этот момент вспыхнул пожар. Сказали, хорошо, что поблизости Подзержинского, Пожарный? Ага, поблизости. Пожарный этот? Ага. А вот то, что пожарники подтвердили то, что причиной был именно газовая утечка? Да, они так и сказали, что газовики. Утечка. Предположительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при ремонте газовой трубы. Виновник пожара – это работник организации, производящей ремонтные работы. На сегодняшний день проводится дознание по факту происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Всего в этом году, по данным Госстройжилнадзора, должны были быть отключены от газа 294 дома. Жителям необходимо более серьезно подходить к выбору организации, которая будет проводить техдиагностику газового оборудования. Я так понимаю, проводится проверка, да, и действительно, если будет установлено, что действительно эти работы к безопасности работ не имеют отношения, а именно качество проведенного ремонта, вот, тогда им необходимо, конечно, предъявлять все претензии именно к той организации специализированной, которая проводила эти работы. При этом компания «Сахатранснефтегаз» уже в течение нескольких дней отказывается от официальных комментариев нашему телеканалу по поводу этого пожара, ссылаясь на проведение служебной проверки. Но мы будем следить за развитием событий. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутск. Золотые слитки стоимостью более 18 миллионов рублей изъяли сотрудники ФСБ России по Якутии. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в районе поселка Беркакит Еренгринского района правоохранители остановили легковой автомобиль. У пассажира в рюкзаке было обнаружено промышленное золото. Вес драгметалла составил около 7 килограммов. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и перевозку золота. По данным следствия, подозреваемый намеревался вывести ценный металл за пределы Якутии с целью продажи. Кадры будущего для регионов. Под таким названием в столице республики начала работать площадка федеральной инициативы. В этом году мероприятие проводится в 23 субъектах страны, в том числе и в городе Якутске. В России проект проводится уже во второй раз, а вот в нашем регионе впервые. Кто стал участником федеральной инициативы и с какой целью она проводится, узнавал Дмитрий Тымыров. Только лучшие и самые передовые проекты. Первая региональная площадка федеральной инициативы «Кадры в будущее для регионов» собрал 111 участников из 20 районов республики и города Якутска. Получается, что каждый район и УЛУС отправили по 5 детей для участия и по одному тьютера, который будет их сопровождать. Тьютер у нас есть студенты, есть тьютеры, руководители нашей команды. «Кадры будущего для регионов» – это проект агентства стратегических инициатив, основной целью которого является создание новых проектов для развития субъектов страны. В течение 3 дней участникам предлагается создать проекты, которые можно будет реализовать на территории нашего региона. Для этого организаторы мероприятия определили 4 направления работы. Это первая социальная задача – поднять уровень жизни населения. Сюда входят вопросы открытого образования, новой медицины. Второй вопрос – это новая экономика, это перезагрузка ресурсных отраслей экономики. Третья задача – это экология. И 4-я задача связана
также с сохранением традиционных укладов жизни народов, проживающих в Якутии. Лучшие проекты будут запущены в начале этого учебного года. Они будут реализовываться на территории всей Якутии. Как отметили организаторы летней школы агентства стратегических инициатив, планируется запустить 14 проектов. Проекты, они все должны быть реализованы на базе своего района, улуса, города Якутска, например, да, потому что есть 2 команды из города Якутска. Из Татинского улуса, например, скажем, 10 детей, то есть 2 команды уже будут на базе них реализовать большие проекты. До 15 сентября мы доформулируем проектные идеи, составляем дорожные карты, и конец реализации проекта, то есть презентация какая-то итоговая промежуточная проекта в апреле 2020 года. Итоги будем подводить в августе в Артеке. В 2020 году. Сегодня участники летней школы отмечают, что готовы работать во благо развития нашей республики. Нам уже сказали, что за эти 3 дня мы будем проводить много мастер-классов. Приехали много мастеров из Москвы и из Центральной России. Я надеюсь, что наши проекты по итогам этих сборов помогут нашей России развиваться и идти дальше. Знаете, это очень интересный проект, я вам скажу. Здесь нам помогают реализовать наши миссии, наши цели. Летняя школа агентства стратегических инициатив кадров будущего будет работать на базе оздоровительного лагеря «Каскиль». Для его участников приготовлена насыщенная программа. Встречи с успешными людьми республики, интерактивные занятия, образовательный пикник «Алас-фест», тренинг-проекты, игропрактика и многое другое. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Вопросы перехода от долевого строительства на проектное финансирование обсудили сегодня на селекторном совещании в режиме видеоконференц-связи под председательством вице-премьера российского правительства Виталия Мутко. Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что на территории республики долевое строительство многоквартирных жилых домов осуществляет 39 застройщиков. Всего выдано 76 разрешений на строительство. Общее количество квадратных метров, которое должно быть построено, это 931 тысяча квадратных метров. Кроме того, Айсен Николаев напомнил и о причинах, которые негативно влияют на планы по вводу жилья. Это отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, а также ограниченность свободных мощностей по объектам генерации, требующих реконструкции. Для дальневосточных регионов необходимо предусмотреть софинансирование на решение этих проблем. С таким предложением обратился глава Якутии. Напомним, с 1 июля этого года все застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья. Средства дольщиков в банке будут аккумулировать на специальных эскроу счетах. Застройщики смогут получить их только после передачи квартир покупателям. При этом строить они будут на банковские кредиты. В Якутске обсуждают стратегию развития Арктики на период с 2020 по 2030 годы. Сегодня в правительстве республики прошла встреча руководства региона и с заместителем Минвостока-развития Александра Крутикова с главами и инвесторами арктических территорий. В ходе встречи обсудили наиболее актуальные проблемы жителей Крайнего Севера, а представители районов и бизнеса высказали свои предложения, которые впоследствии смогут войти в главный документ социально-экономического развития Арктики России. Какие темы прозвучали на совещании, расскажет Саргалана Захарова. Арктика стала шире в Якутии. В прошлом месяце президент страны Владимир Путин подписал указ о включении 8 районов республики в арктическую зону. Теперь их в регионе 13. Это огромная площадь, порядка 1,5 миллиона квадратных километров земли. Сегодня практически по всем показателям жизнь в арктических районах в разы уступает средним российским и республиканским уровням. Предстоит большая работа для решения этой проблемы. Сегодня предлагается выработать механизм поддержки социально-экономического развития арктических территорий, трансформацию северных льдов государственных гарантий, налоговые преференции для жителей, повышение транспортной доступности. В части стимулирования бизнеса к реализации проектов предстоит обсудить инициативы Минвостока по установлению спецрежима для резидентов арктической зоны. Айсен Николаев отметил важность встречи. Еще один шанс выслушать все стороны. Так прозвучали сразу несколько конкретных предложений. Со стороны промышленников Алмаза Набара, которые осваивают недра сразу на нескольких территориях, озвучили вопрос о датировании компаний с учетом трудоустройства местного населения. Непосредственно муниципалитеты, которые располагаются в зоне тяготения к этим крупным инвестиционным проектам, инфраструктурным проектам, не в полной мере ощущают, скажем, пользу от их реализации. Мне кажется, можно было бы рассмотреть вопрос и попробовать запараллелить два этих процесса – предоставление льготы и обязательства трудоустройства местного населения.
Также говорили о создании инфраструктуры в районах, решении проблемы с высокими ценами на продукты, урбанизации населения, которая, как отметил Александр Крутиков, довольно высока на Арктике. Подводя итоги, Крутиков подчеркнул, что северные преференции однозначно должны пересматриваться. Написанные еще в советское время, они уже не дают нужного эффекта. Как-то взять вот так разом все это пересмотреть, не уверен, что у нас с вами получится, но то, что мы должны совершенствовать эту систему, это факт. Но только без, конечно же, социальных последствий. Никто отменять эти льготы не будет, но то, что нам нужно смотреть, как их трансформировать, я здесь абсолютно согласен. Также Александр Крутиков сообщил, что в стратегии найдется место каждой арктической территории отдельно. Обсуждение продолжится уже завтра на Совете по Арктике и Антарктике. Саргалана Захарова, Семен Семенов, Якутск. Вопросы вовлечения в экономику республики малого и среднего бизнеса обсудили и в Мирном. Там стартовал инвестфорум «Западная Якутия. Новые возможности». Основная задача – ввести новый формат взаимодействия с муниципальными образованиями. Обсудить важные темы в алмазную столицу прибыли более 300 предпринимателей и представителей западных районов Якутии. Они на протяжении 2 дней будут презентовать свой инвестиционный потенциал. Кроме того, в рамках форума уже подписано более 10 соглашений в сфере развития IT-технологий, строительства отсчетных сооружений, а также обеспечения теплоснабжением отдаленных районов Якутии. Если на территории Улуса реализуется какой-то инвестиционный проект, потенциальному инвестору не нужно бегать, искать какие-то окольные пути, он может выходить сразу на главу и решать вопросы на уровне главы, потому что вопросы создания новых предприятий, новых рабочих мест – это теперь уровень главы муниципального образования. Это лучшая практика международная и лучшая практика в нашей стране тоже. Да? Самые сильные по инвестициям регионы – это регионы, в которых сильный муниципалитет. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Лучшие из лучших. Максимальный балл по химии и истории получили 4 выпускника из Якутии. Новый вид декоративно-прикладного искусства. В столице региона прошел необычный мастер-класс по изготовлению реалистичных цветов. В эфире Якутия-24. Главные события уходящего дня. Максимальные баллы по химии и истории получили 4 выпускника из Якутии. Сегодня стали известны результаты единого госэкзамена по выбранным предметам. 100 баллов по химии набрали выпускники Саха политехнического лицея города Якутска. Это Алина Петрова, Полина Маркова, выпускник гимназии номер 1 города Неринги Максим Алексеев. По истории 100 баллов выпускница школы номер 21 города Якутска Виктория Соломейна. Стоит добавить, что ранее еще 2 выпускницы из Мирного и Ленска также получили максимальный балл по литературе. Кроме того, 4 выпускника из Якутска сдали экзамен по математике на 100 баллов. Алданский медколледж стал пилотной площадкой для проведения соревнований по компетенции медицинский и социальный уход. Во время экзамена студенты выполняли задания, которые соответствовали профессиональным стандартам WorldSkills. Какие мероприятия должна провести медсестра в первую очередь и сложно ли обучить пациента производить некоторые манипуляции, узнавала Татьяна Вахнина. Мучительный кашель не прекращается, одышка даже в покое. Участились приступы удушья. Бронхиальная астма – заболевание серьезное, но нею пациентка не страдает. Она просто озвучивает условия задачи. А медсестра пока еще учится на 1-м курсе. И сейчас она сдает дисциплину сестринского дела в форме демонстрационного экзамена. Первое – это субъективное обследование пациента, потом составление плана медицинского работника, скажем так, и измерение артериального давления, частоты пульса и так далее. Все, то есть манипуляции. Затем они обучают пациента пользованию аэрозольными ингаляторами. В Алданском медицинском колледже демоэкзамен по профессиональным стандартам WorldSkills проходит впервые. Колледж стал пилотной площадкой. Экзамен в демонстрационной форме в этом году сдают только первокурсники по компетенции медицинский и социальный уход. Хочу отметить здесь, мало того, что преподаватели самих студентов, что они очень ответственно к этому отнеслись, очень хорошие полные ответы. Демонстрационный экзамен включал 2 зоны. На первое действие проходило в условиях дневного стационара. Вторая зона предполагала посещение пациента на дому. Медсестре предстояло научить пациентку правильно вводить инъекции инсулина. По условиям задачи девушка страдает сахарным диабетом. Очень хорошо ответила, нам понравилось. Даже к девочке претензий никаких нет. Демонстрационный экзамен проходит в течение 3 дней. Нетрадиционная форма, а также оценка знаний экспертами заставили студентов волноваться чуть больше, чем обычно. Если все научить, то нормально.
ничего такого, она так волнительная. Подготовились заранее за 3 месяца. Я думаю, готова сдать демо-экзамен. И, конечно, очень волнительно. Все волнуемся. В качестве экспертов присутствовали старшие медицинские сестры Алданской центральной районной больницы. По мнению медиков, данная форма оценки знаний и навыков весьма эффективна. Может, больше заданий в будущем нужно будет сделать, а вообще очень хорошо это, потому что не все знают даже, как вводить инсулин, заканчивая медучилище. Но вот тут девочки уже выпустились все сдавая экзамен, они к этому очень хорошо готовы. Кроме профессиональных знаний и навыков, оценка включала иные критерии. Это форма одежды медсестры, коммуникабельность, умение найти с пациентом общий язык и доходчивость объяснений. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Летняя образовательная школа под названием «Ювелирный дизайн» стартовала на базе Арктического института в Якутске. Программа состоит из 3 этапов и основана на структуре долгосрочного курса Британской высшей школы дизайна. Курс представляет из себя цикл теоретических и практических занятий. За 3 месяца слушатели должны освоить все азы ювелирного дизайна. По окончании курса они смогут презентовать свои работы на выставке. Это совместная программа с Арктическим институтом и Британской высшей школой дизайна и ювелирным гранильным кластером CBM. Сейчас обучается 20 человек, которые в дальнейшем должны продвигать, чтобы ювелирный дизайн вышел на новый уровень, российский, мировой, чтобы наши традиционные изделия как-то преобразовались и были понятны для мирового уровня и были востребованы. Ну а для любителей декоративно-прикладного искусства в Национальном художественном музее Якутии прошел мастер-класс по изготовлению композиции реалистичных цветов из фоамирана. Репортаж с Аргаланы Федоровой. Цветочные фантазии становятся явью, стоит лишь взять в руки фоамиран – декоративный пенистый материал. Из него можно смастерить реалистичные цветы для оформления интерьера, украшений и подарков. Он не требует в работе сложных инструментов. У каждого цветочка свои лекала. Потом используем молды. Молды придают реалистичность, они с прожилками. Сейчас магазинов очень много, которые их выпускают, продают. И есть такие бульбочки. Это все инструменты, которые использую. И еще используются вот такие краски пастельные. С помощью фоамирана довольно просто сформировать любую часть цветка, будь то изящная тычинка, тонкий стебель или гофрированный лепесток. Работать с фоамираном – одно удовольствие. Он очень мягкий, податливый и приятный на ощупь. И под любым углом освещения цветы словно оживают. Однако овладеть техникой изготовления таких цветков с первого раза непросто. Умение нужно нарабатывать. Все следовали одной инструкции, но цветок у каждой получился свой, особенный. Любительница цветков Светлана Иванова уже придумала своему произведению применение. Было на выбор у нас пионы, розы или подснежники. Работал замечательно, и я так думаю, что эти цветы можно будет украшать дом, декорировать и, может быть, дарить такие брошки моим подружкам. И действительно, вот такое большое чудо, когда ты делаешь из такого лоскутка материала настоящий такой цветок. Меня всегда поражало, как это получается. Цветок из фоамирана водостойкий, нечувствителен к перепадам температур и механическим сжатиям. Поэтому его можно использовать для декора как в помещении, так и на улице. Мероприятие проводится в рамках выставки московских художниц в моем саду. Следующий мастер-класс ожидается 27 июня. Он будет посвящен русской вязь-каллиграфии. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Якутия 24, будьте в курсе всех событий.